Проблема несанкционированных свалок для Мирного уже давняя проблема. Недобросовестные предприниматели, да и просто нерадивые граждане избавляются от крупных партий бытовых отходов в окрестностях города. В итоге любители активного отдыха то и дело натыкаются на такие рукотворные памятники человеческой жизнедеятельности. Продолжит Григорий Евтодий. Мирнинские предприниматели устроили 2 свалки в лесу. В минувшую пятницу в Мирном в ходе рейда сотрудники Комитета охраны природы нашли 2 несанкционированные свалки, обе неподалеку от водоема, известного как Голубое озеро, приблизительно в 2 километрах от города. Но вот сейчас мы пока говорим, что это предположительно ИП Ибрагимова, магазин «Каспий». Потому что здесь, исследуя вот эти коробки, их содержимое, нами были обнаружены чеки от разных дат. То есть это не один раз, не единожды вывезли. То есть за весь период май-июнь от разных дат мы выявили здесь чеки. Причем не один, не 2, а десятки. По ассортиментному перечню мы видим, что это фрукты и овощи, да, в основном. Сотни метров от первой свалки посреди лиственного леса, ягод и мха возвышалась еще одна гора мусора. На этот раз строительного. Среди обломков гипсокартонных листов и офисных дверей обнаружилась вывеска магазина «Запчасти». Кассовые чеки и вывеска лягут в основу административных дел. Если обвинение в организации свалки удастся доказать, индивидуальным предпринимателям придется убрать мусор из леса и выплатить штраф от 10 до 35 тысяч рублей. Надо сначала установить, чья земля, ее собственника. Далее установить, кто разместил данные отходы, и заставить его лично убрать хотя бы свою долю, свою часть вот этих вот отходов. Естественно, с приложением всех документов, актов о том, что они были вывезены именно туда, куда нам позволяет законодательство. Это, допустим, городская наша свалка. Особенно отвратителен этот случай, если учесть, что так называемое Голубое озеро в окружении лиственного леса – излюбленное место отдыха мирнинцев. Возможно, организаторы свалок проводили здесь свои выходные. Похожих скоплений мусора в окрестной тайге не счесть. Сталкиваясь с такими фактами, приходится признать, что вопреки здравому смыслу многие продолжают мусорить, как говорят, под себя. До тех пор, пока горожане не почувствуют ответственность за свои поступки и не перестанут наивно полагать, что выброшенный мусор исчезнет сам по себе, мы так и будем находить в тайге банки, бутылки и разбитые «Жигули».